Как волнительно. Не бывает. Очень. Сложно. Антакала. Салам. По-чувашски это означает «привет», а теперь еще и то, что вы слушаете первый выпуск подкаста «Антакала», где будем знакомиться с интересными людьми, сделавшими классные проекты в регионах или для регионов. Меня зовут Настя, в гостях у меня Юлия Константинова, девушка, для которой в прошлом году в Чебоксарах прошла первая чувашская биеннале современного искусства. Юля, салам. Салам. Вкратце я тебя попрошу рассказать про биеннале, что это было за мероприятие. Я думаю, не все, к сожалению, посетили, слышали о нем. Расскажи, пожалуйста. Да, вообще, на самом деле, если говорить про формат биеннале, именно с организационной точки зрения, это выставка, которая прошла в художественном музее в ноябре. В течение 3 недель там проходили и перформативные практики, и телесные, и в рамках параллельной программы у нас тоже случались такие, возможно, очень тривиальные для центральных регионов, но нетривиальные, мне кажется, в нашей повестке вещи, как йога в музеях, куда просто люди регистрировались, и где музей, скажем, переформатировался в какое-то вот третье место, где просто хочется быть. Конечно, это еще образовательная программа, то есть в течение всех 3 недель у нас проходили лекции, причем каждый из потоков, он был распределен. Сначала мы в первые выходные говорили, в принципе, про художественные практики, про место современного искусства в Чебоксарах, да, в Чувашии. Во вторые выходные мы собрали, на мой взгляд, самые потрясающие региональные практики, которые поделились своим опытом. Причем мы намеренно не приглашали какие-то инициативы из Москвы, из Петербурга, потому что есть такое ощущение никчемности. Оно присутствует всегда в региональных, скажем, каких-то культурных проектах. Кажется, что там больше бюджета, что там что-то есть такое, чего нет у нас, да. И это касается даже не только финансирования. И в третьи выходные мы, в принципе, рассказали про музейные практики, про музейное проектирование, то есть то, чем, собственно, мы на биеннале занимались, да, потому что когда мы оказались в музее, мы не только провели саму выставку, мы, в принципе, работали с пространством, пытались сделать его более современным и сделать из этого третье место, когда человек просто хочет находиться в музее, он приходит, и за ним не выключают свет, когда он переходит в другую комнату, когда есть ощущение того, что здесь ты можешь найти единомышленников, таких же людей. Мы не ограничивались только 3 неделями биеннале. Прежде чем провести вот это 3-недельное мероприятие, первоначально нужно было разработать тему, да, объявить открытый конкурс для художников, собрать эти заявки, отобрать и, собственно, работать, да, с художниками. После чего уже мы проводили встречи в Москве, в Чебоксарах, провели образовательную программу, где, в принципе, рассказывали про разные медиумы современного искусства. И одна из самых важных, по-моему, вещей, которые случилось, мы обучили 10 человек, медиаторов, которые потом оказались, собственно, в стенах музея и которые проводили эти самые медиации. Медиаторы, для тех, кто не знает, это вот такие не экскурсоводы, это скорее проводники между выставкой, между художниками и посетителями. Это люди, которые ведут тур с точки зрения там, своего опыта и делятся им со зрителями. И, наоборот, включают зрителя как раз в этот диалог и задают ему вопросы. Там, А вы не первые вот медиаторы в Чувашии вообще оказались? Ты знаешь, Есть они мне вообще? кажется, что первые, я просто не решаюсь это сказать, потому что, я не могу знать, да, там Да, мы не какие-то живем, другие, к сожалению, в да, какие-то Чебоксарах. другие проекты, но у меня тоже было такое ощущение, благодаря медиаторам нам удалось создать какую-то атмосферу в выставочном пространстве, где человек не чувствовал себя одиноким современным искусством, которое и так всегда кажется, неким чужеродным элементом. Я была вот в школе медиаторов «Гаража», когда они только переезжали в парке Горького из павильона Шагирубана вот в постоянное здание. Это был колоссальный классный опыт для меня, там, для студентки, потому что я всегда интересовалась искусством, но вот музей казался такой холодной институцией. Тут нас водили по стройке. Нас знакомили там с Антоном Беловым, с директором. Нам рассказывал просто как друг какие-то вещи. Нам кураторы читали лекции. И это было полное вовлечение в процесс открытия музея. Ты чувствуешь свою соучастность. У тебя нет ответственности, как у экскурсовода, да, что-то там рассказывать. Но у тебя есть эта эмоциональная ответственность сделать людям классно. А еще что самое крутое, что медиаторы, как бы такие, наверное, даже волонтерские, стажировские работы, да, можно набрать много, и там в любое время придут посетители, и в любое время они доступны. Медиация очень часто хороша именно для тех, кто впервые или еще не так
так много сталкивался с практиками современного искусства, потому что это вот такое мягкое погружение, да, это Мгм. не так, что тебя ну, там, закидывают какими-то терминами и говорят о какой-то неведомой кураторской концепции, просто ведут с тобой разговор как с человеком. Да, это круто. Но мы сейчас ушли в какой-то такой Да, да. арт, арт-жаргон. Мне кажется, не всем нашим слушателям это будет интересно. Но знаете, что это очень классная практика. Зацепил меня тезис про то, что ощущение неполноценности есть у региональных проектов. Очень многие организации, которые находятся в регионах, они уже априори себя ставят на какую-то там последнюю позицию и думают, у нас нет бюджета. Я работала в каких-то московских проектах, когда что-то создавалось тоже без бюджета. Просто там был креатив, были какие-то идеи, люди двигались. И хочется через подкаст как-то всем кричать, что нет, это не так, давайте думать шире, мы все классные, никто не находится позади, никто не какой-то отстающий, просто нужно хорошо делать свою работу. Антакала. Я знаю, что вы получили премию. Газета «Советская Чувашия» признала вас топ-5 лучших культурных событий 2022 года. Знаешь, я честно не ожидала, когда я узнала, что мы вошли в этот топ-5, для меня это была очень искренняя радость. Ведь здесь такая история, что очень часто люди, которые делают какие-то проекты, они думают, что все должны аплодировать уже тому, что они существуют и что у них есть идея. Нужно понимать, что если ты берешь ответственность на себя за какой-то проект, ты ее и несешь. Я в какой-то степени привыкла к определенному выработанному отношению, да, к тому, как там воспринимается биеннале, но это вот внутреннее признание, оно действительно очень ценное и показывает, что все-таки биеннале заметили, что все-таки биеннале была нужна, и нужна не только с точки зрения того, что мы показали современное искусство и так далее, мы в том числе и показали Чуваша. На другой сейчас я была премии, и мы защищали проект. И мне, значит, первый вопрос был таким: как вы решили, что слово «чувашия» и биеннале современного искусства, они могут быть сочетаемы? Мне кажется, что это как раз и важно. Я ответила на этот вопрос совершенно быстро и сразу. Я говорю, понимаете, то, что вы задаете этот вопрос, и то, что вы считаете это невозможным, это уже показывает о какой-то проблематике и о том, что она есть. И как раз культура, она, наверное, одна из ее центральных функций, да, расширять вот эти границы и как раз ломать любую системность, потому что когда мы воспроизводим по шаблонам одни и те же культурные проекты, показывая, что может быть такой фестиваль, такой фестиваль, такой фестиваль, и везде там одна начинка, мы спускаем это с условного федерального центра и во всех регионах проводим этот фестиваль. Но как раз биеннале, сам формат биеннале, почему он настолько, ну скажем, мне кажется, важен для Чувашии, потому что его невозможно ниоткуда скопировать. Ты можешь сказать, что да, у меня также есть образовательная программа и параллельная программа, и несколько площадок, но на этом все. Здесь, ну, как бы этот скелет, он заканчивается. Дальше ты исследуешь этот локальный контекст и пытаешься вот шаг за шагом понять, как биеннале может проникнуть там в разные институции, как может показать разных художников, как может показать одну и ту же тему, да. Мгм. И вот это на самом деле самое важное, потому что мы, скажем, не можем сейчас говорить о том, что биеннале — это та-та-та-та-та-та. У нас, то есть я не могу тебе сейчас сказать, что это случился какой-то сдвиг в сознании граждан. Ну, то есть нет, но Мгм. я вижу, что это нужно было, и я вижу, что можем это продолжать, и что для этого, скажем, ну, все еще не исчерпана, да, эта Мгм, тема. мгм. Слушай, ну я, наверное, тоже тут могу рассказать откровенно, что я была скептически настроена вначале. Я там увидела сайт и вообще не поняла эти штуки, какие-то зеленые полосы. Помню, нашла там какой-то контакт, написала имейл. Я не знаю, читали вы от меня имейл или нет, где я какие-то там даже советы давала. Писала, почему все московские кураторы, где чебоксарские? Шла такая критиковать. Если там делиться своими впечатлениями, у меня там было 3 основных таких открытия. Да, первое, что меня супер удивило, это имена художников. Некоторые работы, они меня зацепили, я почувствовала, что я не одна. И у меня подружка приезжала, дизайнер из Москвы, Оля Мо. Я обещала ей сказать ее имя. Она тоже выделила эту работу, где про Волгу, потопленные Чебоксары, про эту семейную историю, про какие-то там традиции, чуть что уходить на Волгу. Смотрела эти работы и думала, боже, я не одна так думаю, я не одна так делаю. Это другие мои
ровесники тоже проживают, тоже чувствуют утерянный город, утерянную историю ищут. И для меня это было, правда, открытием. Там та же самая песня ее, где записанная песня бабушки. У меня сейчас такая личная проблема. Я понимаю, что все мои прекрасные бабушки, дедушки уходят, к сожалению, со временем, а вместе с ними уходит и вся моя, наверное, такая чувашская сила, потому что язык, какие-то знания, история, это все от них идет. Родители такие уже урбанизированные, городские жители. Вообще после биеннале себя тоже, просто как организатор обнаружила в совершенно непонятном состоянии. И я читала книгу «Выгон». Не помню сейчас имя автора. И там есть описание вот этих вот природных ландшафтов, каких-то вот традиций. И ты знаешь, у меня есть новая мечта, чтобы кто-то вот написал книгу именно в такой современной прозе о Чувашии, чтобы ты мог читать, и тебе это все откликалось. Ты сразу понимаешь, что означает поехать за Волгу, Сосновка. Да. Ну, то есть, знаешь, какие-то вот такие культурные маркеры, которые понятны только на нашей территории. И я не так хорошо знаю современную литературу в Чувашии, там, авторов. И, возможно, кто будет слушать этот подкаст, напишите, пожалуйста, в комментариях. Может быть, вы знаете действительно писателей, потому что мне кажется, что именно вот этого не хватает, чтобы люди писали о Чувашии современно, чтобы ты мог открыть книгу и как будто бы оказаться в Чувашии. Не хватает современного какого-то творчества. Но при этом я вот дико была рада увидеть Праскевити на биеннале, потому что, мне кажется, если меня спросят, назови современного художника из Чувашии, я, наверное, его назову в первую очередь. Хотя ему там достаточно уже много лет, и он достаточно давно в профессии, но он каким-то образом остается на какой-то волне актуальности. У него эти все абстрактные работы, они сейчас воспринимаются как-то очень понятно, очень близко. Современность — это больше не про возраст, про то, о чем ты рассказываешь и говоришь. Были у тебя какие-то еще инсайты после того, как вы уже провели биеннале? Что-то так тебя удивило неожиданно или, наоборот, порадовало? Ты знаешь, я помню, ты мне еще говорила по поводу того, что тебя удивила как раз не такая большая заинтересованность самих, горожан. Горожан. И мне кажется, это как раз нормальный процесс. То есть, понимаешь, вот у меня была, значит, экскурсия, которую я вела, и ко мне потом девушки подошли 3. И они говорят: ну вот понимаете, нам как бы было мало, если бы вы сейчас не провели экскурсию, я бы вообще ничего не поняла и так далее. И я очень долго, то есть с ними говорила, потому что, мне кажется, что когда ты проводишь экскурсию, это нормально еще продолжается этот диалог, да. И я очень долго говорила о том, что, что их ожидания, они были скорее как от выставки блокбастера, да, от такого вот развлечения. И мне кажется, что как раз говорить про какие-то форматы мультимедийные, еще что-то, это, наверное, не задача биеннале. И в данном случае, скажем, вот их ожидания не оправдались с тем, что они хотели увидеть, да. Вспомнила, что у меня подруга тоже привела свою маму на выставку, и мама там на одной из работ с ветками, по-моему, сказала: да наш папа в гараже лучше делает, что это такое? Да. Вот. А второй момент как раз заключается в том, что это совершенно нормальная реакция. То есть, понимаешь, отрицание в какой-то степени это тоже реакция. И мне кажется, что как раз культура, когда работает на некое сопротивление, она как раз эффективна, и она делает то, что нужно. Когда к тебе приходят все, и только говорят о том, какой замечательный у вас проект, мне кажется, что здесь, это такая амбивалентная история, непонятно, не совсем понятно, как на это реагировать. То есть должно ли искусство сразу вызывать только положительные эмоции? Для меня все еще открытый вопрос. Например, я была сейчас в Петербурге на вот этой выставке про Балабанова, и сразу после нее я поехала, значит, на открытие первой выставки в 1,5 комнаты, Иосифа Бродского. И это совершенно 2 разных было у меня визуальных опыта. Я очень долго думала о том, из чего же я получила все-таки большую ценность. Знаешь, из такого очень тихого пространства Бродского или же из вот всей той махины выставочного пространства, которая обрушилась на меня, хотя я там ловила совершенно разные состояния. Мне казалось, что я когда услышала, значит, в наушниках этот Наутилус Помпилус, я такая: все, я в общежитии, 1 курс, мы сидим где-то в комнате. То есть меня прям носило, знаешь, отрывки из фильмов. И я потом думаю, это какой-то был у меня аттракцион души. То есть при этом я вышла,
и как будто бы ничего и не было. Я не знаю. Я опять-таки сейчас не говорю, сама выставка, она потрясающая, она невероятно смонтирована, да, спродюсирована. Просто я говорю про то, как вижу именно вот задачу современного искусства. И опять-таки, Балабанов — это не про современное искусство, это просто такой вид выставки, который тоже есть. И потом я, значит, оказалась в этом тихом пространстве. Я поняла, что, конечно, там я продолжала все еще находиться, там в течение недели, как будто бы в это возвращалась. Это я все к тому, что бывают совершенно разные форматы, вот, скажем, репрезентации выставочных проектов. И это нормально, что, скажем, мы, точнее, горожане в Чебоксарах, вообще жители, да, Чувашии, у нас нету этого визуального опыта. Мы как раз только вчера с Сашей, у нее вышел пост про то, как мы воспринимаем изображения, Да, это картин. Александра Никитина, одна из кураторов, и еще преподаватель в ЧКПУ имени Яковлева. Да, потрясающая Саша, у которой есть свой телеграм-канал, и которая, в принципе, рассказывает студентам про современное искусство. И мы рассуждали о том, что на самом деле в культурно-выставочном центре «Радуга» я впервые получила свой визуальный опыт, не где-то в музее. У меня именно оттуда образы там Рериха, Поленова, да, Айвазовского, ну, то есть такие вот именно русской живописи. И я понимаю, что у нас в городе этого визуального опыта недостаточно. Именно поэтому мы не можем провести одну биеннале, сесть и сказать: ой, что-то не знаю, но вот у нас как-то посетителей было, ну, хотелось бы больше, да, но что-то, значит, это не нужно этой республике, значит, это не нужно этому городу. Нет, наоборот, нужно, понимаешь? Если разгорается так много обсуждений, да, еще до самого проекта, когда видишь, в тебе это уже, в принципе, возбудило какие-то эмоции. Кто вообще делает это биеннале? Вообще захожу в организаторов, там, значит, какое-то коммуникационное агентство. Что это вообще, откуда? Какие-то московские чужаки. Да. Что это вообще надвигается на Чуваши? А понимаешь, как бы в то же самое время, если бы что-то происходило в Москве, тебе было бы все равно, потому что, в Москве просто такое изобилие этого предложения, что тебе все равно. А тут что-то, понимаешь, какая-то маленькая искорка появилась в Чувашии, и все сразу как бы имеют свое мнение. И понимаешь, не это ли показатель того, что это нужно? Пока ты рассказывала, я даже стала думать, как будто бы, да, современности очень мало в Чувашии. В основном все такое историческое, что нужно хранить, беречь. И даже сейчас, когда я в телеграм-канале своем что-то выкладываю такое, скажем, не просто историческую фотографию с отсылкой, а что-то там современное, получаю очень много каких-то комментариев, что, мол, это не наше, это все не чувашское. И создается это ощущение у меня по обратной связи от подписчиков, что чувашское — это что-то желто-красное с узорами, и должно быть на чувашском написано там что-нибудь. Вот тогда это проходит какую-то цензуру. А что-то современное как будто бы нет. Моя мысль в том, что как только ты начинаешь по-современному переиначивать, тебе прилетает очень много хейта от людей, которые это не понимают. Настя, ну это наоборот классно. Это классно. Когда прилетает, это классно. Значит, ты делаешь правильно. Нажала на боль. Да, потому что ты не можешь создавать свой телеграм-канал стерильным. Мне, например, Саша, значит, тоже опять к ней вернулась, присылает картинку, где, значит, архивная фотография Чуваш, и рядом она поставила Джей-Зи и Бейонсе. Я говорю: Саша, понимаешь, это то, что ты должна как бы транслировать в своем телеграм-канале, а не вот эти твои посты о том, что та-та-та-та-та. Потому что в этом есть жизнь, понимаешь? Но, естественно, все мы люди, у нас у всех есть чувства, и очень сложно делать то, что ты потенциально знаешь, за что тебе прилетит. Но если ты хочешь делать что-то классное и что-то там в области современной культуры, тебе в любом случае прилетит. Сейчас девочки, да, которые вот Настя и Ксюша... Херсэм, видеоканал на YouTube, по-моему. Да, YouTube-канал. Они же тоже... У них вышел 3-й выпуск, где они показывали комментарии, где говорят там про феминизм, про то, там, почему там, когда замуж, почему не рожаешь. Ну, как бы, но зато они честны с собой, да, и если ты честен с собой, если ты транслируешь вот, ну, как бы свои ценности, образ жизни, тебе в любом случае будет прилетать. Просто здесь, ну, мне кажется, нужно очень сильно иметь такой слой защиты. Вот этот весь хейт, это же не на тебя. Это что-то у человека происходит в голове, внутри, что-то переворачивается. Мне кажется, что как раз нужно вот работать со своим ментальным здоровьем, чтобы быть готовым к тому, чтобы делать, что ты хочешь, и не ждать ни порицания и ни поглаживания от общества. Мне кажется, сейчас сформулировала себе термин про современное искусство. Это то, что нажимает на какие-то боли.
А были ли у вас какие-то вот эти моменты с хейтерами, которые сильно зацепили? Описала нам. Я писала, я была первым хейтером, давай так. А Слушай, потом ну вы как там поменяли кураторов. Я уже такая думаю, может быть, они услышали мое письмо. Это забавно, потому что, честно, я не знаю, на какой адрес ты писала. Может быть, оно как-то попало в спам, я, честно, не Да-да-да. видела. Слушай, да было очень много хейта. Это были разные там публикации в сторис, еще что-то. Это было очень много вопросов. Но, понимаешь, как бы на тот момент моя стратегия заключалась в том, чтобы делать проект. Мгм. И я вообще никак не комментировала, не писала. Я в целом в своей, да, личной социальной сети, я там просто как человек рассказываю о себе, Мгм. я никак не комментировала там подготовку биеннале и так далее, потому что как только ты начинаешь там на личной странице или еще где-то оправдываться, ты наоборот взрываешься. То есть ты просто, Мгм. мне кажется, должен продолжать. И вообще в любом деле, которое первый раз делаешь, которое ты начинаешь, нужно просто делать, и все. И мне кажется, что это была самая важная стратегия, потому что если бы я сидела и отвечала всем и думала о том, что, о боже мой, этот человек из профессионального сообщества ответил мне так, о боже, а вот эти не хотят с нами дружить, а вот эти вот так. Ну, то есть, как бы тогда бы ничего не было. Тогда моя защитная стратегия была просто на это не обращать внимания и знать, что, ну, как бы я делаю, и наша команда делает правильное дело. Других способов я не знаю. Да, я как такой хейтер в завязке, наверное, назовем меня так. Хочу сказать, что, если честно, да, у меня там были какие-то эти мысли, когда писала письмо, но потом я его отправила, такая сижу и думаю, Настя, ну вот, а что тебе мешает делать свой проект? Вот люди просто... Я правильно понимаю, ты написала заявку, ты придумала это Да, да, все, да, оформила по да, правилам, и да, отправила в да. фонд президентских грантов, и вы бы получили грант. Да, да, да. И, кстати, вот возвращаясь к хейту, мне кажется, очень важно в этот момент не впасть в момент жертвы, потому что, Мгм. ну смотри, люди, например, заходили на сайт, да, они видели, я же о себе информации никакой не размещала, они видели, значит, кураторов, ну, о которых у каждого было там свое условно, да, Мгм. представление, Мгм. мнение и вообще мнение о том, как должна делать Чувашская биеннале. Видели коммуникационное агентство Рим какое-то московское, опять-таки, видели президентский фонд культурных инициатив, и все, их бомбило уже. Вот как бы все, нет, Москва забирает да, все. да. И знаешь, я когда смотрела вот эти сторис о том, что Москва что-то там забирает, что-то делает, я просто, знаешь, думаю, окей, ну как бы я сейчас ничего с этим не могу сделать, посмотрим, что будет дальше. И, собственно, как все получилось? Я первоначально как физическое лицо написала официальное, ну как бы письмо, любой человек это может сделать в Минобразование, потому что Минкульт в Чувашии подведомственным, по крайней мере, был Минобразованию. Меня пригласили на круглый стол, чтобы познакомиться. И собственно, мы не успели рассказать о самой биеннале, но я задержалась, и я как раз познакомилась с замминистра культуры Чувашской республики, который мне дал свой контакт. Он говорит, ну как бы, окей, хорошо, вы молодец. И, собственно, какой был итог? Мне сказали, ты молодец, ищи финансирование. Хорошо. Было до того, как вы получили грант, получается, Да, была конечно. просто Да, идея. да, да. И, собственно, я уже начала тогда писать грант. Фонд только появился, потому что были только, я так понимаю, президентские гранты, а именно культурных инициатив он только появился. И это был первый конкурс. Написала заявку. У меня не было никакого там планирования долгосрочного, потому что я просто заполняла вот по этим, значит, строчкам. Пунктам. Да, да, да. Я такая дошла до пункта, кто, собственно, юридически... Лицо. Да, да, да. Ну и, в общем, я посоветовалась, там, можно ли какой-то ИП, а что если так, а что если так. И я поняла, что, ну, как бы, я сейчас даже не могу ни через какое там другое ИП, ни через другое ООО, если я не состою в штате компании. В штате компании я состояла коммуникационного агентства, да, от которого подавала заявку. Я пошла к своим руководителям, показала им смету проекта, показала сам проект и попросила, чтобы я могла подать от них заявку. Помогли москвичи, скажем Да, так. да, да, конечно. Ну, потому что здесь же, знаешь, еще очень большой фактор, на который, по крайней мере, обращают внимание, это реализованные ранее проекты. И, Да. ну, как бы понятно, что... Репутация. Да, да, да. И понятно, что в коммуникационном агентстве есть очень много проектов, в том числе связанных там и с какими-то культурными инициативами. Ну и, собственно, да. И вот в октябре мы уже узнали, что получаем финансирование. Класс. Я думаю, это были очень приятные новости. У меня там есть прекрасная Юля Глухоедова из Хакасии. Она уже, мне кажется, лет 5-6 по разным форумам молодежным ездит и везде получает грант, чтобы делать в Абакане, это столица Хакасии, родной город, джазовый фестиваль. Он уже несколько лет Класс. проводит просто на ее инициативе.
И это дико круто. Вот я не знаю, знаете ли, где находится Абакан. Это очень далеко, глубоко в Сибири. И чтобы туда привезти хорошую джазовую музыку, вот девчонка старается. Юля, привет, надеюсь, ты послушаешь. Или вот у меня есть тоже знакомая из Иванова, Вика Неткачева, все время путаюсь. Она в этом году делала уже по гранту пленэр. Она по всей России объявил Open Call, наверное, это называется, какой-то зов молодых художников, отобрала. И они приехали в Ивановскую область, и по красивейшим местам, там Вика заранее точки ходила, выбирала, где они будут рисовать пленеры, просто показывала им область, и потом эти картины там будут в регионах, да, выставляться, показывать красоты Ивановской области. Это уже очень круто. Я вот сидела, хейтила, а потом думаю, Настя, ну а ты что? Ну вот ты что создаешь? Давай начнем с этого, что ты можешь, тебя никто не ограничивает. Слушай, ты знаешь, да, я просто хочу еще последнее сказать слово по поводу хейта. Мне кажется, просто есть очень конструктивный хейт. Понятно, что как бы хейт, он всегда окрашен эмоционально, но мне кажется, что как раз с ним единственное, как можно работать, это понять, ну как бы там есть что-то, что ты можешь оттуда взять, и ты что-то из этого берешь. Тогда это, ну, адекватная работа, потому что полностью там жить, я не знаю, в скафандре так не получится. Это как вот не было воды в ЧГПУ или что-то такое, да, по-моему? Да. Мне тоже скидывали, знаешь, эту историю, и я приняла это к сведению. Кто-то там писал про финансирование, еще что-то, и никто даже не удосужился посмотреть там прямые расходы биеннале, это 3 миллиона, да, с учетом того, что у нас была застройка, мы застраивали все фальшстены, да, в музее, с учетом того, что мы арендовывали оборудование на 3 недели, с учетом того, что мы, да, это были небольшие гонорары, но каждому художнику мы предоставили гонорар, и мне кажется, это одна из самых важных вещей биеннале, как раз поддержка художников и выстраивание какой-то экологичной среды, потому что все еще, когда я говорю о том, что нужно оплачивать труд художников в Чувашии, на меня все еще смотрят как на сумасшедшую. А как бы художники — это не юродивые, которые будут создавать что-то и творить просто потому, что им нравится. Да, они это будут, но у художника это точно такая же профессия. И, знаешь, по крайней мере, выстроив вот эти экономические отношения с художниками, мне кажется, что мы дали тоже, ну, по крайней мере, какой-то толчок, да, и, ну, хотя бы как-то, но поддержали. У кого-то мы делали там в том числе и продакшн этих объектов, кто-то уже это произвел. И, соответственно, у нас было там 2 спецпроекта в СМИ, да, у нас была логистика всех спикеров, собственно. Вообще нету в отчетности такого KPI, как проведение образовательной программы. Я просто поняла, что без нее мы никак вообще не можем. В смысле не раскроете? Да. И, собственно, мы ее сделали просто потому, точно так же, как у нас нету KPI там по медиации или еще по каким-то вещам, да. Точно так же, как мы просто сами попросили смену, чтобы они привезли нам книги, и мы могли продавать просто книги о современной культуре в холле музея. Ты же не будешь потом это все объяснять. Просто знаешь, что из тех возможностей, которые были, ты сделал просто по максимуму. Ну да, в эти даты так случилось, что в ЧГПУ как раз был ремонт. Ну как бы so sad. Ну что я могу сказать? И в то же самое время мы не могли это проводить в пространстве художественного музея, потому что коллектив Эмна Юмна в этом зале, который называется антикинотеатр, там все время крутился видеоарт. Само допущение мысли о том, что там могли бы мы на выходные оказываться и читать лекции, и просто выключать как бы видеоарт Эмна Юмна, для меня кажется дикой, потому что, ну, получается, что как бы выходные, когда люди, собственно, приходят, ты намеренно выселяешь художников из их пространства для того, чтобы люди посидели с умными лицами и как бы послушали умных людей. Ну, нет, так не работает. И понимаешь, когда ты как бы вот эти вот все, скажем, выстраиваешь критерии, понимаешь, что есть, во-первых, приоритеты, есть какие-то задачи, да, и есть твои возможности. И получается вот, ну, некий вот такой продукт. Понятно, что он не всегда там может быть идеальный. Сейчас, когда ты говоришь про эти пространства, я понимаю, что мне в Чебоксарах, правда, очень сильно не хватает какого-то места такого современного, где бы были и эти классные книжки, коворкинг-зона и какой-то кофе, и просто где можно было бы там встречаться. Хочется что-то вроде смены, вроде гаража того же самого. Я читала в твоих интервью еще про то, что вы хотите стать институцией, что вы хотите это делать не единовременно, ну, единоразовым проектом, да, а как-то развиваться.
Вот, наверное, супер интересно. Мне лично, надеюсь, что слушателям тоже поспрашивать про эти планы. Может быть, как-то мы можем где-то помочь даже, потому что я знаю много неравнодушных людей, которым будет интересно подключиться. Ну, смотри, на самом деле, конечно, вообще само слово институция звучит очень амбициозно, я это Мгм. осознаю. И Но мне нравятся амбиции. Мне нравится, когда чуваши стоят рядом с Джей-Зи и Бейонсе. Почему нет? Да, ты знаешь, вот это то, чего не хватает на самом деле всем чувашам. Всегда Да. хочется спрятаться, всегда хочется показать, что вообще нас нет. Когда кто-то выходит и говорит, а можно так, ну, естественно, это вызывает эмоции. И понимаешь, вообще, если говорить до биеннале, что я Мгм, мгм. первоначально вообще думала, я как раз хотела вот это пространство. И сегодня то время, когда, мне кажется, мы все говорим уже архитектурным языком. И на самом деле не так важно, что происходит, скажем, внутри, если сами архитектурные формы... Влияют на человека. Да, да, Это да. В чем феномен, да, ГАЗ-2? Мне кажется, что это потрясающий проект. Музей в Москве, бывшая Дом культуры. ГЭС, это гидроэлектростанция. Трамваи заряжали в начале 20 века. Хочется, чтобы Ctrl-C, Ctrl-V в каждом, там, я не знаю, регионе, в каждом городе было подобное пространство, потому что, да, у вас есть там выставки, но у вас в то же самое время в пространстве есть воздух, и у вас есть совершенно разные там зоны, да, где вы можете провести время сообразно тому, как вы сейчас это желаете. Хотите оказаться там в ресторане, вот, пожалуйста, хотите поработать там в тихом месте, вот, пожалуйста, купить книгу, там, сфотографироваться. А что плохого, что люди приходят на фотосессию? Значит, людям в вашем пространстве комфортно. Хорошо. И это самое важное, понимаешь? Любая функция пространства культурного в том, чтобы человеку там было хорошо, чтобы человек ощущал там себя человеком. Вот мне кажется, в как раз глобальном смысле хочется в Чувашии больше мест, где человек мог себя ощущать человеком, где было бы все максимально комфортно, и он в какой-то степени мог бы себя переосмысливать. Да даже на самом деле не в Чувашии, это же Везде глобальная, да, хочется, это же да. глобальная вообще такая проблема. Там, знаешь, был же в прошлом году, я честно не помню в каком телеграм-канале, но, значит, пост о том, где сравнивали туалеты московских музеев и, по-моему, даже Эрмитажа, но это же такая репрезентативная выборка, как относится к человеку. Да. Слушай, да, я вспомнила свои каникулы зимние, которые я провела в Чебоксарах, и, если честно, я каждый день ругалась с маршрутчиками, потому что, невозможно. Ты заходишь в маршрутку, и так к тебе обращаются так, как будто бы ты что-то должен. Столько негатива, столько хамства. Пространство безопасное очень хочется. Если ты в транспорте чувствуешь себя небезопасно, но это же ужасно влияет на тебя во всех остальных сферах. Если не работает твоя банковская карта, это ты виновата. Если там не работает это устройство для приема карт, у водителя тоже ты виновата. И вообще ты медленно заходишь, и ты не так стоишь. Я езжу на троллейбус. Но у меня тоже есть небольшая смешная история. Значит, я приехала с коллегами в Чебоксары. Я их хотела повезти на завтрак в «Люди как люди». А мне там нравятся именно завтраки. Там завтраки уже закончились. Я говорю, давайте с студенческого городка, с театра оперы и балета, я там в Молоко их решила повезти, доедем на троллейбусе. Потому что для меня троллейбус — это просто самый лучший вид транспорта. Я обожаю троллейбусы Чебоксар. Мне кажется, в них есть такая романтика. И знаешь, мы, по-моему... какие-то детские воспоминания. Да. И я в Чебоксарах никогда не езжу на маршрутках. Я всегда езжу... Вообще, я чаще стараюсь ходить пешком, но если я езжу на троллейбусах, потому что, во-первых, там больше пространства, и ты там себя больше чувствуешь человеком, Настя. В маршрутке тебе надо нагибаться, изгибаться и так далее. И не факт, что ты быстрее доедешь-то. В общем, я это к чему? Это была тоже такая показательная смешная сцена. Я была с двумя коллегами, и в итоге их тоже обругала кондуктор. Они не знали, как реагировать, они суперинтеллигентные такие стоят. Это зато такое погружение в колорит. Да, сразу. А кроме помещения, может, какие-то маленькие субпродукты, которые можно сейчас делать, не знаю, лекторий. Я просто тебе честно скажу, что для этого всего нужна энергия. И я здесь отвечаю, наверное, не как организатор биеннале, а просто как человек. Сейчас я просто понимаю, что все это зависит, скажем, от каких-то наших внутренних решений, от ресурсов, да, команды, от тех, кто хотел бы это продолжать, потому что, естественно, как бы называться сейчас институция, это очень
амбициозно, потому что, ну, простите, у нас было одно финансирование, это было грантовое Мгм. финансирование, ну, как бы, что дальше, это покажет уже время, потому что нужно понимать, там, на какие гранты, да, Мгм. подавать, через какие юридические формы. Конечно, хотелось бы, ну, если вот так вот глобально, чтобы деятельность биеннале была связана не только с Чебоксарами. Называется Чувашская биеннале, и делать биеннале только в Чебоксарах, но это тоже условно не очень правильно, то, что Москва не Россия, а Чебоксары — это не Чувашия. Когда ты уезжаешь там в районы, там совершенно Мгм. другая жизнь, и люди совершенно о других вещах, да, Такие думают. передвижники. Ну, конечно, ну как бы не то, что передвижники, но просто хочется это все как-то интегрировать, и чтобы это расширялось, чтобы не было только такого, Мгм. знаешь, продукта для столичного человека, который купил flat white и не знает, куда пойти дальше, и пошел на биеннале. Звучит немножко нереалистично для Чебоксар, мне кажется. У Слушай, а нас, кстати, вы... у нас очень много кофеин. Я как раз очень реалистично говорю. Да? Ну, мне кажется, да, у нас достаточно много кофеин, и таких даже интересных, аутентичных, и они постоянно открываются. Мне кажется, вот как раз кофейная культура развивается. И, кстати, рестораны есть хорошие в Чебоксарах, мне это очень радует. Приезжайте все в Чебоксары. А ты видел то, что у нас на сайте была информация о том, где остановиться, где поесть и что Я не привезти? смотрела, поэтому я все знаю, мне это не нужно. Но Но мы это я очень... надеюсь, что гости Да, посмотрели. да, да. Слушай, а вот вы какую-то, может быть, обратную связь собирали от зрителей по факту завершения биеннале? Может, она поможет найти какие-то пути развития? Слушатели наши, надеюсь, что вы у нас есть. Это не только моя мама и мама Юля. Напишите свои какие-то пожелания. Кстати, моя мама была в восторге от биеннале, правда. Ей очень понравилось. Особенно все, что было на чувашском. Это ее сердечко очень тронуло. Кстати, вот то, что мне очень понравилось, и важно это сделать в дальнейшем, это этикетаж на чувашском. Да, да. И, честно, у нас не хватило сил, потому что не было заложено никаких ресурсов, чтобы весь сайт тоже был переведен, ну, соответственно, на чувашский, да. Если что, знаю языковых активистов. Да, Обращайся. чтобы аудиогид там условный был Это было тоже бы на очень чувашском, круто. потому что это, конечно, ну как-то вот делает пространство выставочное для тебя комфортнее, да. Мне кажется, как раз то, чего, наверное, не хватило и более старшим людям. Да, да, Это время. была бы классная Да, да. миссия по сохранению языка, по продвижению языка, по, там, не А ты знаю, видела, созданию кстати, сфер его NFT использования. работы? Я видела, я даже про них писала, они мне очень понравились. Они Я меня прям тоже. так Я зацепили. тоже. Я просто, знаешь, это огромная благодарность Насте из First Star Channel, потому что я, честно, я была в таком огне. Мы даже в описании оставим ссылку, чтобы вы посмотрели, Да, если да, вы не да. видели. Настя просто на своем, на самом деле, энтузиазме, на своей настойчивости. Мы с кураторской группой написали текст, выбрали эти чувашские слова, и, Мгм. собственно, как бы все. Настя сама говорила с художниками, сама провела open call, мы только делали там репосты при необходимости. И я, правда, огромная благодарность First Star Channel за то, что они это сделали, что это реализовали и разместили это все на площадке. Для меня эти работы, они просто настолько современные. И Они очень классные, да, очень мощные. да, да. Мне даже просто приятно, что мы сейчас сидим, что-то обсуждаем какие-то насущные проблемы, а где-то там в метавселенной чувашская NFT просто там занимает какую-то колоссальную часть уже этого, наверное, образа жизни будущего. Это супер круто. Мы так детально обсудили биеннале, ждем второе, надеюсь, что все будет. Как тебе пришла эта идея? Почему именно чувашек? Ты рассказывала, у тебя было обычное детство человека, не задумывающегося о истории своей, о корнях. Потому что, мне кажется, это примерно как у тебя. У меня у родителей первое поколение полностью урбанизированное. У меня, например, папа вырос в южном поселке, а у меня мама сразу вообще родилась и росла в городе. Кстати, вот в частном секторе, где сейчас у нас певческое поле, где вот театр опербалета, это какое-то ее место силы. И, собственно, их тоже переселили во время того, как построили ГЭС. Того, что они, наверное, первые, кто был полностью, ну, на 100% урбанизирован, они не придавали этому собственное значение. Ну, вот ценность города, она перевешивала. И у нас не было такой культуры, что мы в семье говорили по-чувашски. В деревне со стороны папы не было. Бабушка с дедушкой так в южном поселке жили, да. А со стороны бабушки, это единственная деревня
деревне, в которой я ездила, единственное, что я помню, это мой страх перед мостом, знаешь, вот эти подвесные мосты, и там еще его нельзя было обойти с другой стороны вот этого прудика. И, боже мой, для меня деревня ассоциировалась с этим мостом, и вот я очень сильно всегда боялась. Мы ехали там 3 часа, и я просто не понимала, как я пройду этот мост. И потом, когда дедушки не стало, у нас уже не было, ну, скажем, такой культуры. Не было моста с деревни, Да, не было моста с деревни. И я разговаривать, если были какие-то родственники с ними на чувашском, меня к этому уже никто не подводил. И более того, я была тем человеком, ну, я считала себя супер прогрессивной, классной и так далее, которая спорила с учительницей чувашского языка о том, что, ну, знаешь, мне казалось это на тот момент очень остроумным, что я говорю, что я приеду в, там, я не знаю, куда-нибудь в Европу или в Америку и скажу, что это на чувашском, и кто-то меня поймет. Ну, то есть, знаешь, это какие-то такие подростковые штуки. У меня было то же самое, правда. Я, мне кажется, также возмущалась, почему 3 часа чувашского, 3 часа английского, мне нужен английский для экзаменов, а в итоге сейчас я где-то за границей людям на английском пытаюсь рассказать, кто такие чуваши. Да, и в том-то и дело, понимаешь, я у всех одни и те же истории слышу. Почему, например, первый раз я поняла, что я вообще какая-то, ну, условно другая, что я чувашка, когда мне задали вопрос про разрез глаз, и это был первый вопрос в моей жизни, мне было лет 18-19, ну, потому что ты живешь в этой среде, и как бы тебе ок, и ты не выделяешься. А потом, когда я, значит, я поехала, была такая вот система, я не помню ее название, но когда ты мог ехать волонтером на несколько недель, и я поехала на Сицилию, в Палермо. Мы готовили Волдорфскую школу к новому сезону, и там были ребята итальянцы, испанцы, еще там британцы и так далее. Начали, ну, просто рассказывать друг другу о себе. Знаешь, какое-то осознание пришло, ну, я же не скажу, что я из Москвы, потому что я вообще никогда не говорила об этом. Да, я там учусь сейчас, 2 года уже учусь в Москве, ну что, я буду про Москву рассказывать, зачем такое? И ты начинаешь рассказывать что-то там про Чуваш Репаблик, Чебоксары is the capital of Чуваш Репаблик. Наверное, понимание своей идентичности, она как раз проявляется, и это опять-таки не только у меня, я вообще про всех такие истории слышала, проявляется, когда ты соприкасаешься с совершенно другими культурами, да, и ты понимаешь, вау, а оказывается, я чувашка. Ну и у меня просто есть ощущение, что это часть меня, и я могу об этом рассказать, и что там, я не знаю, через такие проекты это тоже можно рассказывать. Понимаю с точки зрения вот этого опыта урбанизированного человека, потому что когда ты в Чебоксарах, там, в Чувашском кем-то знакомишься, у тебя спрашивают, ты из какой деревни? Когда ты отвечаешь, что я из Чебоксар, обычно в ответ звучит какая-то звенящая тишина, потому что тебя не могут никуда особо поднести. Вот потом спрашивают, а может быть, есть какие-то там бабушки, дедушки, каких-то деревень. Если там ты из какого-то района называешь, к тебе больше какой-то вот, я не знаю, теплоты и благосклонности. Тебя понимают Мы одновременно сразу. Теплоты. Да. Я даже вот сейчас была на встрече блогеров в Татарстане. Получается, там, наверное, я была единственная из Чебоксар, и все остальные ребята, они из каких-то районов, и я чувствовала себя, все было классно, все было супер, но немножко по-другому, потому что, например, у меня другой опыт взросления, да, у меня другой опыт вообще поиска этой культуры. Это летом у бабушки в деревне, и все. То есть очень ограниченное соприкосновение. А ребята жили в этом классно, говорят на чувашском, я нет. И я стесняюсь говорить, я говорю очень примитивно, просто потому что у меня не было этого опыта. Но у меня есть чувство вот этой уникальности, что это моя история, это моя часть, такая, какая есть. Да. Ну, как бы не хочется ни приукрасить это, ни ухудшить. Я никогда тоже не пыталась прикинуться кем-то другим, кем я не являюсь. И мне кажется, в этом, ну, такая большая сила. Да. Даже, знаешь, в том, что... У нас есть 2 культуры, большие, крутые, мощные, мы вдвойне сильнее. И ты знаешь, мне просто дома в Чебоксарах у меня очень большой зал. И меня как-то, знаешь, вот в Москве исправили, что это не зал, а 2-я комната или гостиная. Но, боже, я просто так люблю зал в своей квартире в Чебоксарах, потому что он у нас просто огромный, и, знаешь, это какое-то мое место силы, не знаю, необъяснимое. И, знаешь, я все равно буду продолжать говорить, что из Чебоксара. Я все равно буду называть зал залом, потому что это уже это во мне. Иногда я говорю друзьям,
Кайромор. Они не понимают, что это за заклинание, где мы шепчем. А это привычка, и мне так нравится в последнее время все больше использовать чувашские слова. Но у меня появилась как раз сфера, где я могу его употреблять сейчас, помимо деревни, которая, к сожалению, уходит. Это какие-то там языковые клубы. Вот в телеграм-канале я стараюсь на комментарии отвечать на чувашском, и мне это дико нравится. Канал Херзе мне интересен, я его включаю, я, в принципе, понимаю все, о чем мне говорят. И это так круто, что я живу языковую жизнь. Да. Почему хочется какие-то современные продукты на чувашском тоже, даже экспликации в музее, потому что Да. ты проживаешь современность в языке, и это его развивает. Ты заговорила про места силы, может, назовешь свои места силы в Чебоксарах? Ну, ты знаешь, я просто выросла как раз вот около театра оперы и балета. У меня, конечно, огромная боль, что построили вот этот ЖК-лайнер. Боже, да. Простите все жители ЖК, но, боже мой, как можно рядом с театром оперы и балета этим архитектурным шедевром для Доминантой. Чебоксар... Да, этой доминанты города я не знаю. Ну, в общем, У и меня для много меня... вопросов к застройке современной, если честно. Ну, в общем, да. И получается, что вот для меня все вот это пространство Певческого поля, театра оперы и балета — это те места, где я вообще провела все свое детство, Мгм. и для меня они остаются максимально самыми сильными. Я помню вообще каждую историю залива и того, что с ним было связано, ну, по крайней мере, с момента, да, своего рождения, как там был скейт-парк, как были концерты на Певческом поле, как еще не было вот этих всех домов, и там просто был лес, в котором я почему-то верила своим старшим братьям, что мне туда нельзя ходить, там кто-то там живет, цыгане или еще что-то. Может быть, это было правдой, я не знаю, но я не проверила. Мне кажется, для каждого человека, который вырос в Чебоксарах, Волгов, имеет какое-то притяжение магическое, потому что действительно ты в самом начале сказала пойти там подумать на Волгу. Любое событие, да, ассоциируется с Волгой, с тем, неважно, зимой или летом. Я, кстати, вообще невероятно рада была, когда вернулась несколько лет назад, но тоже в один, наверное, из праздников, и гуляла по этой московской набережной, которую вот продлили, да, Мгм. и где сделали городской пляж, ну, очень простым, хорошим, да, таким деревянным, но Комфортно. современным, Мгм. да. И я была просто невероятно счастлива, что настолько облагородили. Еще про место силы я вспомнила, что я всегда любила, конечно, из дома спускаться по улице Константина Иванова, идти до мужского монастыря, потому что около мужского монастыря была закусочная, где родители всегда покупали мне пельмени. Залив, Волга, троллейбусы. Вот что я Вот, люблю. это культурный код. Да, да, да. Я понимаю, что для меня Чебоксар в первую очередь город моего прошлого, и все так связано. Я пытаюсь найти эти кусочки, и когда их там как-то убирают, мне грустно становится. Ты знаешь, что ты тоже где-то мне писала или говорила про московского варяга, что вот, Да, да. Я что- назвала Юлю так, когда приглашала сюда. Да, потому что на самом деле, знаешь, какое ты имеешь право говорить о том, что там нужно делать чуваш или там в Чебоксарах, Мгм. да, когда сам ты сидишь комфортно вот в кресле в центре Москвы, рядом с Московским союзом художников, а соседнее здание — это историческая библиотека, Мгм. и как бы и у тебя классно, солнышко светит, и ты тут сидишь и рассуждаешь. Московский варяг, я забыла это словосочетание, классно, что ты напомнила. Думала про твой феномен, почему он для меня очень интересный, потому что ты, не живя в Чебоксарах, ты просто сделала проект, привезла его в Чебоксары и реализовала там. Таких историй хочется, чтобы было больше, и об этом, мне кажется, говорят во многих регионах, что надо возвращать таланты, очень много ребят уезжает. Эти разговоры как-то заканчиваются, потому что главный вопрос там становится либо нет денег, нужна зарплата, либо они просто не приезжают, потому что нет инфраструктуры, нет какой-то культурной жизни. Как ты думаешь, вот как-то можно это решить, этот вопрос? Ну, как бы мы с тобой это точно не решим. Ну, по крайней мере, тот выход, который... Пофилософствуем. Ну, смотри, тот выход, который я для себя нашла, может быть, он не применим для всех городов, но в какой-то степени я действительно живу сейчас на 2 города, и мне в этом комфортно, потому что я подпитываюсь и от Москвы, и от Чувашии, и Мгм. мне вот сейчас в таком движении очень комфортно и хорошо. И еще что важно, мне кажется, что ни один проект не должен ассоциироваться с каким-то конкретным человеком, да, нужно настолько расширяться, нужно настолько транслировать эту идею, чтобы она росла в независимости от, ну, скажем, человека, который это запустить мог. Спасибо тебе большое. Мне Тебе кажется, было спасибо. супер интересно. Хочется завершить, наверное, фразой Сыва Пулар. На чувашском это означает «будьте здоровы». И часто говорят, когда прощаются, но мы не прощаемся. И надеюсь, что мы что-то еще запишем, сделаем и встретимся на 2-й, 4-й, 10-й Чувашской биеннале в самых разных местах и с самыми крутыми, громкими проектами, именами. Юля, спасибо тебе. Настя, спасибо. Спасибо. Все, кажется, получилось.
Ой, да, Ой. было так классно, честно, на одном дыхании просто. Антакала.